Ингушетия – демократическое, правовое, светское государство. Именно так гласит первая статья Конституции Республики. Этот свод законов 30 лет назад был написан усилиями самых опытных юристов и общественных деятелей региона, в числе которых был и Мурат Келигов. Образованная Ингушская республика в составе Российской Федерации 4 июня 1992 года. Вот после этого только мы стали уже, или получили возможность конкретно разрабатывать какие-то правовые основы своей республики или государственности. В том числе и надо было писать, заниматься Конституцией. Вот после этого она уже целенаправленно, систематически началась работа, по крайней мере, с 1993 года, с весны 1993 года, эта работа продолжалась до весны 1994 года, когда приняли уже Конституцию. Но сложностей было для написания очень много, все-таки это такая специфическая работа, писать Конституцию. Потому что там нужно просто какой-то кругозор хороший, и там нужно просто иметь теоретическое мышление, или, как говорят там специалисты, концептуальное, понятийное мышление. Конституция принималась общенародным голосованием, и чтобы жители республики имели возможность ознакомиться с проектом документа, его по решению Конституционной ассамблеи опубликовали в газете «Ингушетия» от 13 ноября 1993 года. И сегодня можно смело утверждать, что Ингушская конституция – труд всего ингушского народа. В библиотеке Мурата Келигова до сих пор хранятся письма и обращения жителей республики, в которых люди писали, каким они видят главный закон Ингушетии. От отдельных людей, от организаций, неважно, это союз писателей, там, женские союзы, молодежные, там, какие-то представители структур государственной власти там, и так далее. Конечно, там самые отдельные люди, организации. Вот, так что все эти замечания, конечно, приходилось учитывать. Так вот, чтобы эти замечания, предложения обсудить, сначала было там конституционное собрание, потом была создана Конституционная ассамблея. Это очень важный момент, иметь основной закон, это как основа всей системы, соответствующей государственной. И до принятия этого Конституции там предшествовала очень большая работа. Еще в 1993 году была создана специальная конституционная комиссия, которую возглавлял глава, тогда еще президент, первый президент Республики Ингушетия Аушев Руслан Султанович. Над Конституцией работала эта комиссия. И очень большую лепту внес туда, можно считать, что и автор этой Конституции профессор Мурат Келигов. Он потом стал первым председателем парламента Республики Ингушетия. Поэтому вот именно и Конституция явилась как бы фундаментом для дальнейшего строительства нашей республики. 27 февраля 1994 года Конституция была принята всенародным голосованием. Ее поддержало 97% людей, пришедших на участки. И с этого дня началась новая, конституционно подкрепленная история ингушского народа. Это очень важное событие, потому что Конституция явилась основой для дальнейшего развития правовой базы республики, принятия законов, соответствующих других нормативных документов, потому что Конституция и на уровне и государства, и на уровне республики, и республики тоже по Конституции является государством. И всегда принимаемые далее документы основываются, и они не должны противоречить Конституции республики. Поэтому явилась Конституция основой политической, правовой, экономической системы для дальнейшего строительства нашего государства. Конституция Ингушетии состоит из 2 разделов, 11 глав и 114 статей, а преамбула свода законов гласит: «Мы – многонациональный народ Республики Ингушетия, чтя память предков, завещавших нам идеалы добра, справедливости и любви к Отечеству, сознавая ответственность за исторические судьбы государственности Ингушетии, утверждая свободу, права и обязанности человека и гражданина, принимаем Конституцию Республики Ингушетия
и провозглашаем ее основным законом. Наши законы полностью, они и даже ранее приняты, был период, чтобы как бы именно провести соответствие к закону Республики Ингушетия и федеральным законам, соответствующим образом и Конституции. Всю эту работу в свое время парламент провел, и сегодня принимаемые законы, они полностью 100% соответствуют Конституции нашей республики и соответствующим образом федеральным законам. Принятие Конституции совпало с еще одним значимым событием в политической жизни Ингушетии. 27 февраля 1994 года состоялись первые выборы в Народное собрание республики. В то сложное время парламентарии сумели наладить работу с народом и начали решать его проблемы. Парламент республики является постоянно действующим, представительным и единственным законодательным органом Ингушетии.